Русские усердно продолжают импортировать идеологию политического ислама в чеченское общество. На этот раз Курочкины, которые являются одними из главных пропагандистов русского международного исламского терроризма, использовали светскую на вид персону Инала Шарипова. Этот человек входит в религиозно-политическое сообщество, которое возглавляет Ахмед Закаев. Данная персона обслуживает интересы строителей исламского государства в светских общественных кругах. Сегодня в чеченском обществе, здесь в Европе, существует так называемая чеченская демократическая партия. И многие ассоциируют демократию с их философией, с философией этой партии. На мой взгляд, это системная ошибка. Почему это системная, вернее, ошибка? Потому что я немного слушал выступления этих представителей этой партии, и насколько я понял из тех выступлений, не то, что мне присылали, они исповедуют такой радикальный секуляризм и граничащий с таким своинствующим атеизмом. И в этом ключе это их позиция, она больше крайне либеральная позиция, и их позиция это идеологическая позиция. На самом деле, гроссмейстер все правильно понял. Ведь его руководитель Ахмед Закаев, как и сами русские Курочкины, инициаторы борьбы с чеченской демократией, прекрасно осведомлены о целях Чеченской демократической партии, устав которой находится в открытом доступе, в котором четко прописана обязанность следовать Конституции 1992 года. В ее оригинале. Однако эти строители исламского государства усердно приписывают ЧДП воинственный атеизм, радикальный секуляризм, либерализм, стремление к нетрадиционным ценностям. Ровно то же самое, что показывают по русскому телевизору относительно цивилизованных западных стран и демократии в целом. То есть мы не можем поставить слово либеральный или равно демократ. В демократических государствах, как в Европейском Союзе, огромное количество стран, в частности Германия, Бельгия и многие страны, где политические партии основывают свою работу и свою программу на религиозных ценностях. В частности, мы можем взять христианских демократов, которые успешны и в Германии, и в Бельгии, и одна из крупных партийных организаций в Европейском парламенте – это христианские демократы. Во Французской республике в Конституции заложен секуляризм, то есть религия отделена от государства, но в подавляющем большинстве в Европе политические партии и политические объединения имеют право и осуществляют свои цели и задачи, основываясь, в частности, на религиозных ценностях. Человек откровенно перевирает реалии. И делается это в данной ситуации не столько на внешнюю публику, сколько на внутричеченскую. Это своего рода сигнал радикальным группам, на что они должны ссылаться в случае возникновения проблем в процессе пропаганды политического ислама. А здесь, на официальном сайте любителей шариата, вы можете наблюдать их идеологию, которую они хотят сравнить с политическими движениями цивилизованных стран. Основной закон ЧРИ. Конституция была принята в 1992 году. В ней, в первой статье, было провозглашено, что Чеченская республика – суверенное и независимое демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. В дальнейшем, по мере развития нашего самосознания, становилось необходимым приведение основного закона государства в полное соответствие с нормами ислама. И теперь статья 1 Конституции ЧРИ гласит: Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна.
Призыв к исламу, повеление одобряемого и запрещение недозволенного, оберегание, исцеление общества, которое неверные стремятся испортить, является обязанностью Маджлису Шура правительства, а также всех мусульман. Два условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков – подготовка и джихад на пути Аллаха. Поэтому, когда мы говорим демократия, это не значит то, что сегодня проповедует, разделяет чеченская демократическая партия. Более правильное название, на мой взгляд, этой партии было бы чеченская либеральная партия или чеченская либерально-демократическая партия, для того, чтобы они обозначили в своем названии их философию и их намерения. И в этом контексте огромное количество людей не понимают разницы между либеральным словом и демократическим. И для большинства, для многих ассоциация демократический с чеченской демократической партией, с их идеологией, оно является идентичным. Это в корне неверно, поэтому я сделал такой экскурс для того, чтобы дать разъяснение, что такое демократия, потому что, к сожалению, огромное количество людей имеет различные представления, и, как правило, особенно в нашем обществе, это представление о демократии, оно искажено. Далее, как вы видите, наперсточник продолжает свою пропаганду. Сразу же после создания киностудии горячо обсуждался вопрос и идея о создании художественного фильма об Ахмад Хаджи Кадырове. И, безусловно, это очень интересная тема. Это огромный материал, который нужно систематизировать и оценить его не просто информационно, поверхностно, а потому что любой материал в драматургии, он нужен такого глубокого анализа, чтобы это не было поверхностно. И в этой связи, конечно же, мы очень долго работали над сценарным материалом. И я думаю, что эта работа должна быть продолжена. Здесь можно ознакомиться еще с одним материалом, в котором принимал участие их главный. Завершается первый этап работы Госкомиссии по разработке шариатской конституции. Об этом в интервью местному ТВ заявил руководитель комиссии, министр культуры, информации и печати Ахмед Закаев. По его словам, к разработке проекта нового основного закона привлечены известные в республике ученые-богословы, полевые командиры, политики, депутаты парламента ЧРИ. Модель, разработанная Госкомиссией, основывается на конституциях Ирана и Пакистана. После внесения изменений и дополнений проект новой конституции будет вынесен на суд депутатов парламента ЧРИ. Руководитель Госкомиссии по разработке шариатской конституции Ахмед Закаев. Источник – газета «Грозненский рабочий», номер 8, 20751. 25 февраля 3 марта 1999 года. Надеюсь, я не запутал наших зрителей. Наоборот, спасибо огромное за такой емкий и очень интересный ответ. Борцы с демократией в чеченском обществе, супруги Курочкины, которые усердно пытаются всеми правдами и неправдами дискредитировать чеченскую демократическую партию и насадить угнетенному их империей молодому чеченскому государству идеологию политического ислама. По факту занимаются тем, что хотят подтвердить на деле проект Путина, который он озвучил в 2002 году. В Брюсселе и прилепил чеченцам. То есть русский международный исламский терроризм, благодаря которому русские, шантажируя международную общественность, выступая якобы в лице защитников человечества от этого зла, закрепили свои позиции во всем мире и успешно ведут захватнические войны. Кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата, говорят о необходимости убивать американцев и их союзников. Я думаю, что вы из страны, как раз которая является союзницей Соединенных Штатов, вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кефиров, всех немусульман. Значит, то есть крестоносцев, как они говорят. Если вы христианин, вы в опасности.
Но если вы решите отказаться от своей веры и будете атеистом, вы тоже подлежите по их рассуждениям и по их установкам ликвидации. Вы в опасности. Если вы решите стать мусульманином, то и это вас не спасет. Потому что они считают, что традиционный ислам тоже враждебен тем целям, которые они перед собой ставят. Вы в этом случае в опасности. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло.